В советское время еще однажды я попал в вытрезвитель. Ну, было такое дело, да? да. По молодости. У кого не бывает. Не то, что... Дело в том, что тогда же милиция, она именно искала. Прав ты, не прав, те забирали, потому что у них план был и так далее. То есть это был конец советского, точнее, периода. Периода, да. И вот тому времени я уже писал стихи, песни, сочинения всевозможные. А на утро после вот этой вытрезвители, точнее, конечно, я там не ночевал, меня отпустили миролюбиво. Потому что Здесь в Чебоксарах, да, было? Да, разумеется. Я вел себя всегда правильно, или старался вести себя правильно, не ругаться, не ссориться. Всяко было в жизни. А на утро я сочинил песни, и вскоре я очень стал даже известный человек, потому что он попал у меня в первый альбом «Пройденный этап». Альбом вышел еще в 92 году. И мало кто об этом уже помнит. Я даже сам ищу этот альбом. Стоп. Альбом называется «Пройденный этап»? Да. В 92-м году вышел? Да. Такие же бандитские годы. А как ты его выпустил? Там же и денег нет, и да то это все. мы писали. Это все ручная работа. Мы писали и так далее. Здесь вот Чувашии это... вышел альбом. Да. И вот где-то должны быть черновики. Где-то черновики. Ну, сейчас у меня, видишь, все тут перебралось. То есть, как бы, архив вот здесь, архив здесь. Но надо все раскапывать и так далее. Ну, я разберусь. И вот песня того времени, вот ко мне подходит мент. Вот ко мне подходит мент, предъявите документ. Чем ты занят, что стоишь, и где прописан, где живешь. В моих глазах не то печаль, а может просто я устал. Но подумал, что я пьян и, конечно, хулиган. Ему я долго объяснял, что с питьем я завязал. В его глазах два пистолета, а он слуга страны совета. Мигом руки мне скрутил и чуть было не избил. КПЗ меня повел, дело на меня завел. Я всю смену отпахал, целый день бетон таскал, прихватил еще обед, домой идти уж силы нет. Значит, так ты бережешь, зачем ты нас так стережешь? Своих граждан, свой народ, а мы рабочий лишь народ. А мы рабочий лишь народ.